Ну вот, ребят, день прошел. Будем заканчивать на сегодня съемку. Печка дымит. В избушке очень тепло стало у меня. Двери открыты. И даже вон там, под нижним венцом, ничего закрывать сегодня не стану. Отужинал, салатик съел с хлебом. Ну, жду, когда вот это все дело закипит. Уже немножко так жужжит, слышно. Вон. Остатки вот эти бруски хорошо горят. Жар офигенный от него. Можно шашлыки жарить. Вот. Тулан выбрал свое место и там все время лежит. Дождик такой моросит. Немножко. До этого, когда звонил домой, дождь более-менее там, ну, больше шел. Ну вот, видно, блин, нет, конечно же, но на речке там моросит. Спокойный дождик такой. Ладно, здесь можно услышать. Слышите? Шуршит спокойно так. И это спокойствие меня напрягает, потому что когда вот без ветра затягивает тучи и может там затянуться на целый день, на неделю, на полмесяца там. Так что лучше, чтобы ветром туча пришла и ветром разогнала все. Вот так. Короче, все. Шабаш на сегодня. Завтра увидимся. Уже вон туда лег, бездельник. В будку иди ложись. Темная ночь, только пули свистят степи. На-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на-на. Так спокойно. Вообще класс. Погода поменялась в худшую сторону. Сейчас время 23 часа 28 минут. Что-то горит. Вообще гром и молния. Вот такая погода. Я в избе не один. Поздно вечером вчера рыбак и как бы остановился, сейчас спит в избушке. Шум дождя слышно на капитально гремит. Капитально гремит. Такая фигня, короче. Не знаю, что будет завтра. Ярко. Прям по всему горизонту так светло становится. О, видели? Ну, сейчас погода поменяется, это стопроцентно.
стопроцентно это после грома такого все время меняется, или становится жарко, или наоборот похолодает. У нас сейчас жара стоит, значит, возможно, что будет холодно на улице, прохладно, то есть. Тут бормочу, не знаю, только вот на камеру видно, не видно, а тут вообще вот это, о, как ярко становится, блин. О, такие вспышки такие, вспышки. Дождь усиливается капитально. Что ты будешь делать? Смотрю, я опять обломался с ягодами. Ну вот, очередное утро, ребят. Рыбак уезжает, мы остаемся. Все, поехал. Nissan Marine, лодочный мотор, ну, хорошо идет, 9,8. Тулан провожает. Лок. Вот такое утро. Ну, знакомый не захотел, чтобы его засняли, и я ничего не снимал. Он вчера вечером также поднимался уже, как бы темновато уже было, и он решил, ну, Тулана увидел, он решил здесь переночевать. И хорошо, что он остановился, потому что дальше дожди всю ночь, дождь был, прям ливень. И отдохнул, а сегодня с утра он еще будет подниматься примерно 50 километров, не меньше, может даже больше. Далеко он решил подняться, но это его решение. По такой воде лично я никуда не поеду. Ну, сегодня с утра будем рыбачить, а там посмотрим, как погода будет. Тулан, интересно, здесь ночевал? Нет, я в избушку его не пускал, наверное, вот тут под навесом он ночевал. Не знаю, это его дело. Но в избу я его не буду пускать. Да? Тулан. Монпер, лах, Тулан, Монпер, пер. Хитрые ручи. Такая гроза была, такой ливень, такой гром гремел. Я всю грозу я не снимал, я коротенькие моменты заснял. Все небо там, молнии там. Ладно. Лето, вот и гроза. Погода поменяется все-таки, наверное. Вот тут он ночевал. Как сказать, заряжал свой телефон от пауэрбанка здесь. И поехал дальше, короче. Чай даже не дождался, не попил. У него в термосе есть чай. Но такое решение у него было. Поехал дальше. А этот бездельник. Кусались, и штаны порвал у мужика. Я-моё, блин. Ну так, легонько кусает, легонько. Как бы игриво она все равно. Вот возьмет руку, но не укусит полностью так. Вот так. Короче, штаны порвал у него. Лезет, блин, как дурак. Вот поэтому я вообще его не отпускаю, потому что на детей может наброситься, там куртку порвет и проблемы будут.
или хоть взрослых, или еще. Нехорошая у него эта привычка. Вообще нехорошая. Первая собака такая у меня. Сколько собак у меня? Не одна собака у меня была. И чтобы так вот на человека там бросаться, хоть и игриво, но все равно нельзя. И эту команду он у меня не слышит. Бесполезно ему объяснять. Вот. Ладно, сейчас попью горячего чая и сходим. Проверим донки. И по ходу как все будет. Буду показывать. Чем-то похоже сейчас природа на весеннюю. Именно звуками природы. Птицы весенние какие-то вот поют. Хотя осень на дворе уже. Вот-вот уже наступит осень. Птицы активные сейчас. У всех птенцы скоро уже стартанут на юг. Туман с дымом все размешалось, и наверное сегодня у нас тоже туман был дома в Нишере, имею в виду ущелье. Да и здесь видно как. Да, сегодня, конечно, ливанул так ливанул. Там тоже тучи нехорошие. Оттуда ветер. Ну, с восточной стороны, когда идет туча, это всегда к дождю. Это было и будет. Я уже об этом говорил вам. Вон, смотрите, какие тучи там. Точно, блин, может, возможно, и будут еще дожди. Так, надо плащ еще взять, ведро. Решил еще на удочку порыбачить там, окуней половить. Плащ, наверное, все-таки тоже надо взять. Если есть в кабине он. Может, вообще нету. А нет, есть. Вон он. Возьму на всякий пожарный. Попил горячего чаю. И сходим на утреннюю зорьку, на рыбалку. Взял такой спиннинг, удочку двухметровую, ведро, снасти. Места наживы будет много. Там несколько коряг, возле коряг попробуем. Солнышко выглядывает. Надеюсь, хороший день будет. Но сыро, очень сыро. Кругом, блин, роса, дождь, воды море, короче. Ну что сказать, поплавки на месте. Тут, видать, никого нету. Но на первый взгляд, может и... Да нет. Фиг знает. Надо проверить. Там уже видно будет. Он там играет как рыба. Это уклейки. Обычные ельцы, плотва может быть. Красота и жарко, оказывается. Я кого-то одел водолазку. Солнце попадает сюда и уже тепло. Ну вот. Пробуем первый заброс. Первый заброс. Груз слабый. Груз слабый. Или не глубоко тут сейчас?
Донка я еще не проверял. Вот донка, там донка. Сразу остановился, чтобы порыбачить. Вот. Есть контакт. Окунь. Первый. Хороший, между прочим. Опа. Сорвался, но не ушел. Вот такая рыбалка. Пришлось подождать. Не сразу поклевки пошли. Опа, вторая. Опа, стайка подошла. Бля, тройник взял так жестко. Ох, не успел включить камеру, ребят. Хорошая поклевка была. Смотрю, там плещется вообще огонь рыба. Там стайка. И не мелкий, я смотрю. Вон за этой корягой-то. Кутчана мадачин. Хвостачкам. Вон один, вон. Вон. Вон, 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 вон. Вон. Еще окуня. Меняю место. Уже второе место там. Короче, пока поклевок нету. Два окушка поймал. И все. Рябчик где-то свистит. Не слышно вот тут. Коряги. Ух ты! Я и сразу не заметил тут коряга на коряге. Вон кряква. Один почему-то. Собака подняла. Вон он. Тулан. Один кряк улетел. Вон он, вон он, вон он. Вчера посмотрели озеро, никого не было. На посадку пошла. Там уже две штуки их. Вон на меня летят, вон они. О. Чуть-чуть далековато, конечно. Один покрупнее. Блин. Рыба была. Ушла. Долгожданный поклевка. Опа, есть контакт вон. Кто-то есть. Прилично так уже жду. О, опять подошел. Ох, бля. Да. Такой хороший размерчик. Удары хорошие.
снова подошел. Есть контакт. Ну вот очередной окунь. Чуть поменьше, но тоже хороший. Это уже не мелочь. Так, потихоньку буду собирать эти две донки, хоть возьму. У меня нажива там, миноги. О, окунь. Окунь попалась. Вот. Хороший окунь. Бля, так глубоко тоже. Проглотил он так глубоко. Ё-моё. Вот смотрите, опять как бы мертвая рыба. Это в прошлый раз писали, что от щука, говорит, почему мертвая. Ну они глотают там и не, без ножа тут не справятся. Они глотают до желудка, и после этого они умирают. Большой двойник. Большой двойник и... Ну смотрите, какой рот. Пасть такая, блин. Все. Так. Миногу пока выкидывать не стану. Потому что может пригодиться. Этот тоже уже умер. Вон, смотрите, с глазами вон. Здесь видно, вон, морда такая неприятная, глазами. Ну, чуть-чуть еще живой. Так. Ну, я это ожидал, что здесь будет окунь. Потому что, знаете, вот вчера Сергей рыбак, он также говорил, что ну, он наловил рыбы. Окуни уже начинают попадаться. Так, ну тут недалеко. Сразу уже проверить.